Нет, в ранее я помогала как-то, переводила врачей тибетских, которых они приглашали на работу. И я была временно наемным работником, как переводчиком работала. Дальше я работала в клинике Тибет. Оттуда я сейчас ушла и провожу сейчас частную практику как врач тибетской медицины. Работаю только по рекомендациям от своих пациентов. Вы знаете, в принципе, человек не может умереть не в свое время, я считаю, если относиться как буддист. Да? Это был, скорее всего, год на своем году человек, может, шел. Плюс неграмотных людей, к сожалению, очень много. Я не могу знать вообще, что назначено было. Есть очень много препаратов, которые, если назначить не в то время, не в тот сезон, не тот препарат, даже самая простая травка, а тем более сложный состав, если, да, то он может быть и губителен для человека. Не могу трезво оценить все это, потому что не знаю сути дела. Я бы не сказала, что ко мне приходят ради экзотики, ко мне приходят от пациентов, которые уже получили определенную квалифицированную помощь. То есть если я не помогу человеку непосредственно медикаментозно, да, то я могу помочь хотя бы с диетой, потому что люди очень часто ведут себя неправильно, питаются неправильно. И, наверное, хотя бы, вот правильно говорит Далай-лама, если ты не можешь помочь, хотя бы не делай плохо. Да? Поэтому, так как я училась в его институте, и я слышала это вот с 17 лет, что нельзя делать плохо человеку, я стараюсь все-таки не идти во вред, не идти за большими деньгами, когда ты думаешь, что вот сейчас обуешь человека, зато ты завтра, возможно, покушаешь вкуснее, да? То есть у меня такого, слава богу, конечно, вот такого в моей практике еще не было. Хотя в клинике Тибет, так как это же коммерческая структура, нас заставляли назначать препараты, больше препаратов, чтобы пациент покупал эти препараты, и клиника получала прибыль. Но очень много препаратов принимаются вообще как местный. Да, конечно. Но когда руководство говорит, что нужно назначить, я хотя бы назначала препараты, которые помогали бы человеку, да, в определенный во вред, никогда не работала.